От себя добавлю, что сегодня присутствующие здесь спикеры, авторы этой инициативы, относят себя, кстати, отмечу, главное, очень такой показательный момент, к оппозиционно настроенным к власти силам. Итак, тема сегодняшней пресс-конференции – Конституция КР на пороге изменений. Еще раз, кто инициирует поправки и какие именно на этот раз. Перед вами спикеры, члены общественного движения с выразительным названием «Народный контроль». Некоторые персоны вам хорошо известны, но позвольте мне вам еще раз представить. Господин Кубанычбек Исабеков, лидер общественного движения «Народный контроль». Вы знаете, это экс-депутат Жугурку Кенешев и экс-спикер Жугурку Кенешев. Опытный политик, общественный деятель, который всегда держит руку на пульсе общественно-политической жизни страны. Его сопровождают члены Народного контроля, позвольте вам представить, госпожу Наргизу Курманбекову, и с удовольствием представляю вам Алтынай Арстанбекову. Вы, конечно, понимаете, что всю информационную нагрузку возьмет на себя господин Кубанычбек Исабеков. Информация прозвучит как на русском, так и на кыргызском языке, а затем традиционно последует вторая часть пресс-конференции «Вопросы и ответы». Напоминаю журналистам, что все ваши вопросы к спикерам по темам, указанным в пресс-конференции, вы должны отправлять на WhatsApp. Это мой WhatsApp 0550 70 2011. И вы получите исчерпывающие ответы, потому что мы работаем не только в режиме онлайн, но у нас еще также ведется видеозапись, которая будет отображена полностью, в полном варианте, без купюр, на нашем сайте. Итак, мы начинаем. Кубанычбек Исабеков. В данном случае он выступает как лидер нового общественного движения «Народный контроль». Прошу вас. Hükümet aparatı birine var. Hükümet cümle karşılık mizan da var. Direkt karşı al mizan boyunca hükümet kolu kanı işini aparatı degen bugün dolu bir şeyin yok. Cana çekesi tarafı cümüşler aparatı yok. Buna pandemiyada olmuştu. Pandemiyadan ötürü var olsa belli oldu. Bizim dayak olmasında yoktu bu. Ondan sonra azı sırtı içki karşılıkları koydu eski kültür. Ошондой коррупцияга каршы жумуштар аткаруу болгон жери жок десек болот. Анан биз кайдыгер адам катары жашоодо аябай чыккынчылык деп эсептейбиз. Ошон үчүн мына өкмөттүн да алгылыктуу иштери болгондуктан алып бара турган пландары жок. Анын үстүнө мына азыр эпе оор келип турат, пенсия пособия эмне менен төлөнөт? Июнь айында. Андан кийин кайда? Жарым миллиардтан ашык чет мамлекеттерден доллар менен карыз алынды. Кайда кеткени, кайда жумшалып атат, кандай бул коронавируска дайынууга бир адамга канча чыгым кетип атат. Мына туризм дагы чоң проблема болуп турат, туризмди учурап турат. Андан сырткары чек ара маселелери чечилген жери жок. Мына Тажикстан менен, Өзбекстан менен, мына жакын карадан өтө Казакстандан да биздин көп келаткан жүктөр турукарды 400 машинеде күнүгө туруп атат. Демек соода саттык Евразияга киргенибиз менен соода саттыктар жакшы болбой турат. Ошон үчүн баалар да өсүп атат, жоопкерчилик жок десе, миграция күчөп атат, жумушсуздук проблемасы чечилген жок. Мигранттардын көпчүлүгү мына Москвадан, Екатеринбург, Новосибирскиден, Турциядан, Санкт-Петербургдан, Ленинграддан келе албай атышат. Бир топтордун бала бакырасы менен келе албай атат, оорукчандары бар. Андан сырткары бизде баалар өсүүдө. Демек мамлекеттин келечеги кандай болот? Азыркы шайлоо кандай өтөт? Бул бүгүнкү мыйзам менен өтүп кете берсек, жалаң байлардын партиялары күчүрөөк болуп атат. Жалаң байлар эле азыркы жогорку кеңеште отурган депутаттар бул креслолорду приватташтырып же прихватташтырып алгандар болуп атат. Ошон үчүн биз ушул коомду ачканбыз. Бул коом мамлекетибиздин 4 бурчунан тең мүчөлөрүбүз бар. Биз жооптуу кеңешке, өкмөткө да бийликке кайрылуулар бир нече жолу жасап келгенбиз. Тилекке каршы жооп да болбой атат. Ошого байланыштуу бүгүн элге кайрылуу жасап атканыбыздын себеби ошол. Если сказать на русском языке, уважаемые наши сограждане, нетерпимость среди населения растет в нынешней ситуации.
Мы, это движение народный контроль, всем вам известно, в Советском Союзе тоже был народный контроль. Есть разные течения, есть разные партии. Мы, не безразличные люди, объединились с одной целью, чтобы, во-первых, нынешний парламент изменил Конституцию. Конституция, вот у нас единственная страна в мире, мы опозорены на весь мир, что у нас нет до сих пор настоящей Конституции, то есть подлинной Конституции у нас нет. К сожалению, вот 10 лет мы живем с этой Конституцией. Бытность Атамбаева еще одна была попытка изменения и дополнения внести. Сегодняшний день Конституция противоречивая очень, даже вот если взять разделы про президентской власти, про Джорки Меши, про исполнительную власть или судебную систему. У нас противоречивы даже Конституции 70-й статья о выборах, которые 5 пунктов друг другу противоречат. Мы обращались неоднократно к Джорки Меши, который вправе изменить определенные статьи Конституции, да? И в правах Джорки Меши четко расписано. И впереди предстоит у нас очень политически важное мероприятие, выборы Джорки Меши. Депутаты Джорки Меши нашей страны, это судьбоносное мероприятие, мы считаем. И местные выборы сейчас перенесены. Произошли изменения в связи со всемирной болезнью коронавируса. На его оказалось, что наша неподготовленность нашей страны, и правительство не готово к этому было там, да, и внешние и внутренние долги растут в нашей стране. К сожалению, правительству нет определенной программы после пандемии, как будем выходить из этой ситуации. У нас безработица растет, проблемы миграции не решены. Особо сейчас проявляются нерешенные проблемы с приграничными, нерешенными земельными участками. И с Таджикистаном чуть ли не боевые действия происходят, есть случаи гибели, ранений. Сейчас в последнее время произошли столкновения жителей приграничных сел Кыргызстана и Узбекистана. Большие проблемы с товарооборотом предстоят у нас, проявляются с Казахстаном сейчас, хотя мы в одном Евразийском экономическом союзе находимся. Сейчас проблемы возникли с выплатой пособий, пенсий, как будет заработная плата, бюджетная сфера. Внешний долг вырос уже на 500 миллиарда только в этом году, а внутренний долг сейчас вырастает. Безработица у нас, проблемы с миграцией. Поступление от мигрантов в этом году резко сократилось в нашу страну, в связи с тем, что и в России, и в других странах сократились, закрыты многие предприятия, организации. Многие наши граждане хотят вернуться. К большому сожалению, наша страна не готова к этому делу. И коррупция возрастает, хотя объявлена государственная, общегосударственная борьба с коррупцией, но население прекрасно понимает и знаем, что определенные проблемы в этой отрасли, в этом направлении остались. Под большим срывом сейчас стоит и туризм летний. Нам придется только ориентироваться на внутренний туризм. Подготовка в этом направлении тоже у нас желает лучшего. И, естественно, мы, как граждане, не безразличные граждане нашей страны, объединились в этом направлении. Мы предлагаем изменить Конституцию, в срочном порядке принять изменение и дополнение в Конституционный закон о выборах Джорки Меши и президента нашей страны. Конкретно по статье мы предлагали Джорки Меши, но, к большому сожалению, Джорки Меши депутаты сейчас обсуждают только те моменты, как остаться, снова избраться в парламент. Если так дальше пойдет, одни богатенькие придут, а широкие слои населения останутся за пределами. Не изменены, конечно, те статьи, которые бы залоговую сумму 5 миллионов, они предлагают даже 10 на 10 миллионов увеличить, мы предлагали хотя бы сделать 1 миллион. И порог на 7% только рассматривают, хотя Джорки Меши обязан рассмотреть 5% порог, потому что 5% порог законопроект был общественностью обсужден в прошлом году еще и внесен был раньше, чем 7%. Мы предлагаем также, да, и поддерживаем тех депутатов, которые предлагают внести норму
если, допустим, партия даже не проходит, но среди кандидатов в составе этой партии есть люди, за которых народ проголосовал больше, чем другим. То есть, хотя бы если не пойдут на мажоритарную систему, хотя бы эти кандидаты могли быть представителями народа в будущем городке Мыши. Мы вообще предлагали сократить численность депутатов и пойти на мажоритарную систему. Потому что сейчас, допустим, если взять с тяжелого района, Акталинского района, ни одного депутата нет, с Тюркского района нету. В прошлом парламенте вообще с Карасуйского района ни одного депутата не было, когда, допустим, с Алайского района были 16 депутатов. Вот партийная система тоже наглядно нам показала свои недостатки, а законодательная ветвь власти сегодня является основной ветвью власти, которая формирует это правительство. Мы сейчас предлагаем наше общественное движение вообще сделать новое правительство, пока не поздно, правительство с народным доверием, из числа современных менеджеров, которые могли бы сейчас разработать хорошую общественную программу для подъема экономики, для выхода из этой кризисной ситуации. Мне все, я хотел бы предоставить слово и нашей молодежи, которые сейчас все говорят, молодежь надо продвигать, я за это дело. И сейчас, конечно, молодежь присутствует и в парламенте, и в составе правительства, но в то же время надо их тоже готовить. Я за то, чтобы и девушки, и молодые присутствовали в нашей стране в властных структурах, как в парламенте, так и в исполнительной власти. Спасибо. Спасибо. Кто из девушек, пожалуйста, может быть, вы? Пожалуйста, прошу вас. Саламатсыздарбы, мен атым Алтынай Астанбекова, мен 97 жылдан бeri журналистикада жүрөмүн. Мамлекеттик телекомпанияларда, жеке телекомпанияларда иштеп жүрдүм. Ошол 23 жылдан берки тажрыйбамда мен элден өткөн, эл өзү көзөмөлдөгөн, элге көз каранды болгон гана журналистика бул деген чындыкты жазат деп чечип, мен өзүмдү 2017 жылдын аягы, 2018 жылдын башынан бери 2 жылдан ашып калды. Өзүмдү көз карандысыз элдик журналистти атадым. Эч ким айып бербесе дагы ошол элдин арасындагы актуалдуу маселелерди чагылдырып, эл каалаган маалыматты, билгиси келген маалыматты элге жеткирүү максатын коюп берген маалымат түзетүүлөрдү жүргүзүп берем. Анан кийин Конституция дейишинин сунушун кабыл алып, мен агайга колдук болуп, колдоп чыктым. Ошол элдик көзөмөл кыймылынын мүчөсүмүн. Себеби акыркы жылдары ушул 10 жыл бою, 15 жылды такыр эле ушундай кен байлыктар боюнча, чек ара маселелери боюнча, анан мынау пандемия учурунда ошол биздин өкмөтүбүз, биздин Кыргызстандын бийлиги алсыз экенин көрсөтүп койду. Анан ага мигранттар айтып кетти, бул деген аябай жүрөктү өткөн, жүрөктү канаткан чоң маселе. Анткени ошол мигранттар жакшы жашоо издеп алыска кеткени менен бала чакасы калып кетип атат. Баягы кордолгон, зордолгон жаш балдардын көбү бул деген мигранттардын балдары болуп чыкты статистика боюнча. Эгерде ата-энеси баланын жанында болсо, ата-эне өзү кам көрүп, өзү жанагындай зөөкүлөрүн сактап калышы толук мүмкүн болчу. Анан баягы туугандардын неберелери болсо, таныбаган эле адамдарга таштап кетет экен балдарын. Эми бул дагы ушул жашоо чындыгы, ошондуктан ошол мигранттардын абалындагы бизде аябай өтө курч маселе ойдон турат. Былтыркы парламентте 2019-2018 жылы парламентте мигранттар көңүл бөлүнүшү этиштеле, бирок деген алдагы маселе орто жолдон алып кетти. Ошондуктан жанагы азыркы шайлоого кетип аткан аты чыгып калган партиялардын арасынан мен ошол мигранттарыбыздын арасында дагы аябай сабактуулар, билимдүүлөр, жогорку билимдүүлөр, керек болсо ошол чет өлкөдө жакшы кызматтарда билим алып, жакшы кызматтарда иштеген биздин мигранттарыбыз бар. Ошол мигранттарды да кошуш керек деген ойдомун. Ошол мигранттар жогорку кеңешке барыш керек. Алардын акчасын алып эле, ошол айылдын ушул оңдоп биз аларды пайдаланбай, аларды да биз жогорку кеңешке
өткөрүшүбүз керек, шайлашыбыз керек деген пикирдемин. Менин оюмда ошол акыркы 3-4 жылдан бери жанагы жылкыган күрөшкө көйбөк болуп, биринчи келген конок, экинчи келген конокко сүйбөк болуп, мурунку бийлик менен күрөшүүгө өтүп кетип атат убактысы. Анын ордуна деген жанагы прогрессивдүү, алдыга жылуу кадамдарды таштап, кандайдыр бир чоң ири долбоорлорду, жакшы иш-чараларды алып барыш керек болчу. Андай болбой атат, мен андай көрбөй атам. Ошондуктан деген анын айта кетчү нерсе, кадрдык саясат өтө туура эмес болуп атат. Анткени деген өзүбүз көрүп атабыз, биздин парламент баш болуп, бизде алаңга Кыргызстан алаңга уят болуп атат. Ошондуктан мен ушул бардык нерселерди көрүп, сезип, анализдеп, өзүм аралашып, митингдерге чыгып, тартып, түзетүүгө көрсөтүп жүрүп, мен ушул элдик көзөмөл коомдук кыймылына кошулуп, ар бир окуяга элдик көзөмөл жүргүзүш керек деген ойдо ушул Панчбек кеңеште колдоп ушул кыймылга кошулган деп айтайын. Спасибо. Да, пожалуйста, коротко. Да. Я с 1997 года в журналистике работала во многих государственных телеканалах, и в частных тоже. И в итоге конец 17 года, начало 18 года пришла к такому выводу, что журналистика должна быть независимой ни от кого, ни от государственной власти, ни от частного канала своего хозяина. Поэтому я решила стать независимой, истинно народной журналисткой. И я сейчас, не получая ни от кого зарплату, я говорю, пишу, снимаю все те вещи, которые актуальны в обществе. И в последнее время я не согласна с тем, что происходит у нас в Кыргызстане. Это вот митинги по границе. Вот COVID-19 показал, что наше правительство, наша власть оказалась не готова ни к чему. И по поводу мигрантов хочу сказать, что все вот эти дети, которые в статистике, дети, которые были изнасилованы или там убиты, я не знаю, вот они, оказывается, чаще всего это дети мигрантов. Мы знаем, что мигранты своих детей оставляют своим родителям, своим родственникам, зачастую, оказывается, они оставляют еще и незнакомым людям. И поэтому мы должны, я хочу сказать, что мигранты тоже должны, они отправляют деньги своим родственникам, еще и они сами там какие-то стройки делают, строительство делают у себя в регионах, мост или кому-то дом строят, или там, я не знаю, спортивный центр. Этим они помогают государству, но я хочу призвать их еще к тому, чтобы они пришли в парламент. У нас очень много мигрантов, которые очень грамотные и живут за рубежом. Я хочу их тоже призвать общество, чтобы мы голосовали за мигрантов, которые хотят прийти в парламент. Я с удовольствием приняла предложение Панчбека Сапарбековича и очень рада оказаться в рядах общественного движения «Народный контроль». Почему? Потому что последние годы я вижу, что народ уже не согласен ни с чем, всем тем, что происходит у нас в стране. Поэтому я тоже заявляю о том, что я не согласна с кадровой политикой власти, не согласна с тем, что у нас происходит в Кыргызстане. И поэтому я в рядах общественного движения «Народный контроль». Спасибо, Алтынай. Наргиза, вы что-то добавите буквально 2 слова? Здравствуйте, меня зовут Наргиза. Я хотела сказать по поводу нашего общественного движения. Оно создано еще с января месяца нынешнего года. Мы имеем в членстве более 2000 граждан, не безразличных судей нашего страны. Наше движение имеет название «Народный контроль». Как вы знаете, согласно Конституции, высшим органом власти является народ. Мы, как народ Кыргызстана, не имеем права контролировать действия нашей власти, имеем право требовать отчет и знать, что с нами происходит.
Мы выражаем свою конструктивную позицию. Мы не говорим только плохого. Мы также поддерживаем хорошие стороны работы нашей власти. Единственное, что мы хотим сказать, это с чем мы не согласны. До меня прозвучали проблемы нынешние. Так вот, мы бы хотели, чтобы мы боролись с этими проблемами, чтобы мы пришли к какому-то заключению, чтобы мы уже пошли к развитию и к процветанию. Спасибо. Спасибо. Очень предложение. Да, пожалуйста. Я скажу. Birinci Kırkçı'nın bir kategorimiz gurçularda bildirim, sosyal taraflardan sizde de daha kategorimiz, canlılarda daha kategorimiz bizde Kırgız Respublikası'nın canlıların şu bizim kılımlar kuşumuzdan çakmak edin. Я призываю всех тех граждан, которые тоже не безразлично относятся к тем событиям, которые происходят у нас в Кыргызстане, присоединиться к нашему движению. В конце где-то мы озвучим адрес, номера телефонов. Спасибо. Спасибо. У Даши есть вопрос, пожалуйста, прошу вас. Да, у меня несколько вопросов. Скажите, вы считаете, что цель наших проблем где-то несчастья сводится к совершенству Конституции? И если мы ее изменим, то наша жизнь сразу наладится, и мы сможем побороть коронавирус, и снизить безработицу. Ну, то есть... Отвечу. Мы все должны о законном русле, в рамках закона. К сожалению, наша законодательная база, несовершенно получается, во главе с Конституцией. В связи с этим мы предлагаем изменения и дополнения Конституции. 10 лет мы жили без Конституции, потому что нет подлинника Конституции, был большой скандал международный, и до сих пор никто так и не может сказать, где наша Конституция. Во-вторых, очень много противоречий, как я уже озвучил, да? Не только законов с Конституцией. И даже вот я говорю, что вроде бы президент ездит, заключает контракты с коллегами, ведут переговоры там, но фактически по Конституции он не имеет права. Получается, это удел правительства. Правительство внешней политикой не занимается. Как и внутреннюю политику в нормальном русле не может вести нынешнее правительство. Поэтому мы предлагаем сейчас отправить в отставку нынешнее правительство, создать правительство народного доверия из числа современных, более практичных менеджеров, которые могут сейчас вывести нашу страну из этой ситуации. И на базе хороших законов мы должны провести и осенние политические вот эти выборы парламентские, и местных выборов и так далее. Мы предлагаем также, знаете, мы против радикалов. Мы предлагаем начать с Конституции, да, и другие законы привести в соответствие. Соответственно, конечно, сейчас очень большая часть населения недовольна тем, что происходит в нашей стране. И мы официально заявляем о своей конструктивной оппозиции, предлагаем объединиться всем тем, которым не безразлично будущее нашей страны, чтобы внести свои предложения, помочь правительству, поддержать все положительное, отрицательно будем высказываться, и не только высказывать, но у нас есть определенные программы и видения, которых мы предлагаем. Можно даже один вопрос сразу сопутствующий. А вы хотите внести изменения в Конституцию. Тут же вы говорите, что Конституции как таковой нет, по крайней мере, оригинала нет. Значит, вы хотите внести изменения в несуществующий де-юре документ. Вот как эту проблему, вот эту коллизию, которая действительно абсолютно уникальна, ее решить? То есть вы хотите вернуться к первоистокам, либо вносить изменения в то, что не является, по большому счету, легитимным. Вот важный момент, пожалуйста. Если вот право Джордж Книш, 74-й статье, по-моему, Джордж Книш расписан. Так. Джордж Книш принимает законы, касающиеся даже референдума. Да? Джордж Книш может вносить изменения в настоящую Конституцию. Да. Если Джордж Книш начнет принимать, вносить на каждый раздел новые положения, которые будут соответствовать современным реалиям, и будущее будут отчасти именно в этой Конституции, будем считать, что это новая Конституция.
Это, то есть она узаконена, и вы знаете же, вот, допустим, когда Джордж Миш принимает депутат-инициатор, да, если больше половины депутатов сейчас внесут изменения и дополнения, и 2/3 голосов изберут, и, то есть проголосуют, да, и там будут расписаны, кто инициатор, какие обсуждения прошли, какой комитет рассмотрел, и потом как проголосовали, и потом президент подпишет, это означает, что это подлинник. То есть таким образом вы убиваете двух зайцев. Да. Внесение поправок узаконит. Конечно. Вот эту мысль я и хотела уточнить. Извини, Даша, продолжай свой вопрос. У меня вопрос такой. То есть ваше движение, оно не политическое, оно общественное, правильно? Да, общественно. Вы заявляете о своей конструктивной официальной позиции. Да. Позиции по отношению Класс. к власти, я поняла. То есть вы на выборы не пойдете в 2020 году. Вас вообще приглашали какие-то партии? Если приглашали, то какие? Можете ответить? Ну, я как политик со многими встречался. Могу озвучить. Да. С тем же Денис Ариевым встречался, с тем же действующими депутатами. Садахан Пиццабаевич тоже встречался, да, встречался и с Аксакалами. Ездил я по Нарынской области, по Сибирской области, здесь, в Тюркской долине. Встречался с действующими депутатами, с бывшими депутатами. Мы постоянно в контакте. Если вы заметили, и в прошлом году, и позапрошлом я активно участвую в нашей общественной жизни, в нашей стране, политической жизни. Я политик. И не могу безразлично относиться. Я здесь живу в нашей стране и намерен дальше жить. И мои дети, и внуки есть, и мои предки здесь похоронены. Для меня с лучшей стороны не безразлично. Я не могу смотреть просто сквозь пальцы, когда у нас творятся вот такие вещи. Допустим, сейчас вот Алтынай правильно заметила, недавно прошли только Международный день защиты детей, да? А у нас, представьте себе, 27 особо жестокости, в прошлом году только было, с особой жестокостью убийства, насилия детей. Я даже, знаете, вношу предложение ввести смертный казнь за такую жестокость несовершеннолетним или детям, или за неоднократное совершение такого вида преступления. У нас нет смертной казни, а надо вывести, да? И я предлагаю сейчас отправить правительство в отставку сейчас и создать новое правительство с народным доверием. То есть пусть это объявит некоторые должности даже конкурсной. И пусть это придут и молодежь, и из числа тех мигрантов, которые прошли хорошее обучение за рубежом и так далее. На конкурсной основе. Почему одних и тех же держат сейчас, да? И мы позоримся. Те, которые 2 слов связать не могут. И в составе правительства сейчас есть. Понимаете, вот таких людей. И я с нашими иммигрантами много общаюсь, они звонят и говорят, вот в случае они не приезжают, тем вот так позорят нас в нашей стране, вот в Москве или в других симпозиумах или мероприятиях. Да? Поэтому мы предлагаем. Я бы предложил я официально объявляю о том, что я в оппозиции нахожусь, и в то же время привести в соответствие законодательства, потому что вот представьте себе, вот президент наш, Владимир Липов, ездит подписывать соглашение в других странах. Это ШОС, СНГ, это ОДКБ и так далее. Да? А если завтра кто-то подаст суд, на каком основании вы подписываете от имени государства соглашение? Что будет? По Конституции он не имеет права. И что он будет говорить, Владимир Владимирович, подождите, я спрошу разрешение у нашего правительства, да? А правительство коллегиального органа, один премьер-министр не может разрешить. Это надо собрать заседание правительства, чтобы меньше половины присутствовали. И потом они согласились, чтобы президент подписал. Да, выпуск Атамбаева просто законом протащили, чтобы президент имел право вести внешнюю политику. А Конституция запрещает. Конституция главный закон. Если противоречивые другие законы будут приняты Конституции, то Конституция гласит о том, что они недействительны. То есть они неприемлемы. То есть они не действуют, эти законы. Поэтому предлагаем ввести соответствие. Я бы, допустим, всенародно избранный президент дал бы внешнюю политику, и чтобы там правительство, то есть народ мог спросить у президента также. А так ответственность не предусмотрена. Допустим, Совет Безопасности. Завтра тоже собирается Совет Безопасности заседание. И по закону написано, что рекомендательный характер носит решение Совета Безопасности. Или же надо правительство дать полностью,
Тогда надо ликвидировать институт-президентства. Понимаете, у нас получается нет конституции, допустим, в Армении. Армения член Евросоюза. Там премьер-министр решает все вопросы. У нас президент есть и правительство есть. И никто из них по закону не определен, кто из них к чему ведет. Понимаете? Или же Америку возьмите, там же нет премьер-министра. Есть президент и вице-президент. Количество президентов, то есть членов правительства намного, в 2 раза меньше большой Америки, чем у нас в стране. Мы предлагаем вообще систему изменить. Систему государственной власти, систему государственного устройства в целом. Зачем нам 55 акимов, мэров городов? И сейчас членов правительства в 2 раза больше стало, чем был на Сатаева или Бакиева. Понимаете, госкомитеты, госагентства, госслужбы, и возьмите департаменты, более 300. А зачем столько губернаторов нам нужно? Зачем нам 120 депутатов? Вот половина бюджета съедает вот сегодня. А лучше бы эти деньги сэкономить. Лучше производство открыть, рабочие места открыть, налоги пошли. Мы вообще против, чтобы брали деньгами кредиты. Нам лучше бы техникой взять кредит, рабочие места создавать. И соцком, и это. Сейчас представьте себе, вот я тоже руковожу компанией. И мы простояли эти месяцы. Сейчас с июля месяц надо платить. Я еще донкому являюсь, сегодня ко мне обращаются, вот, Бишкек платить. Если мы говорим, вот так будем платить, не будут платить ваши жители, а с чего они будут платить? Уже по 20-15 тысяч на отопление есть. За отопление за горячий год. Представьте себе, мы впереди сейчас очень перед огромной дырой стоим в бюджете. 18 миллиардов не будет поступать. Это официальная часть. А неофициально сколько будет? Вы так и не ответили, вы на выборы пойдете? Или знаете, какой партии? Не самое главное, кто где будет. Если я лично, как знающий парламентскую кухню, собираюсь идти. Но это не стопроцентное решение. А с кем? Это, позвольте, сейчас закон даже не позволяет. Мы не имеем права с какой партией и так далее. Я вам говорил, что порядка 10 партий, я с ними общался, разговаривал. У них тоже Приглашение вам поступает. Приглашение есть, объединиться есть и так далее. Никто не запрещает объединиться с кем-то, да? Если дух подходит, программа одинаковая, взгляды и так далее. Но, допустим, я 10 лет, я вас очень уважаю, жил спокойно. Работал, но в общественном политическом участии. Но увидев нынешний парламент, понимаете, мне очень обидно, больно. Поэтому я решил, как я не молодой человек. Да, молодых надо продвигать, но и готовить надо. А то 2 слов связать не могут некоторые депутаты молодые, да? И это позорно. И, к большому сожалению, руководители же, конечно, да, сегодня сами новые. А мы-то их учили, допустим, депутатов. Если вы помните, я на институте с помощью ПРО мы неделю готовили вот, новых избранных депутатов. Какой порядок законотворства, какой порядок приема, выдвижения законов, как себя вести, международный протокол, начиная с одежды. Если вы помните, я даже запрещал футболку ходить, там, приводил порядок, здания и так далее. Ну а нынешний Джоркевич, это просто посмешище. Я не понимаю, как депутаты терпят и как сейчас общественность относится к Джоркевичу, абсолютно понятно. Просто плачевное состояние. А если дальше, они же изберутся и придут, как будет дальше развиваться наша страна? У меня вопрос внутри. Вы говорите о том, что необходимо избрать новое правительство. У меня в связи с этим один конкретный вопрос. Это хорошая идея, Лукашенко ее весьма успешно, предварительно глубоко продумав, очень уже совершил. Несмотря на то, что могут заявить, что в такой острокритический момент экономически это нерациональное дело. Можете вы хотя бы назвать 5 человек, которые, на ваш взгляд, способны работать? Можете ли вы назвать? По именам? Вот представьте себе, сегодня премьер-министр деиронических фактами. Скандалы идут в самом составе правительства, во главе с премьер-министром. Как мы дальше будем? И состав, посмотрите, пожалуйста, вице-премьер-министра. Устраивает вас? Меня, допустим, не устраивает. Многие об этом думают и говорят, и пишут, и комментируют в социальных сетях и так далее. Да? Кажется, только один вице-премьер-министр работает, Буранов и так далее. Да? Я бы назвал бы его тоже достойным.
поставить во главе правительства. Да. Опытный, давно был министром МЧС, много чего сделал. И на сегодня с пандемией, кажется, только он и работает. Ну, как общественное мнение складывается. Знает свое дело. Но вы знаете, у нас, к большому сожалению, я скажу, к большому сожалению, как я говорю, есть юг-север, так и Казахстан, допустим, Луджус, Пичуджус. И считают люди, если приезжать с юга, значит, это Воронов тоже с юга, так не пойдет, да? Хотя спикер с севера, да? Я был здесь вычеркнул все вопросы, достойных надо было ставить. Так. Не разделяясь. Называем фамилии. Второе, пожалуйста, посмотрите, министр социальной защиты труда, молодой, перспективный, Голубек. Точков. Я тоже его назвал бы. Да. И понимаете, состава депутатов рвущих тоже есть. Но я бы против был бы из состава нынешнего парламента кого-то премьер-министра ставить. Потому что уже депутаты становились вице-премьерами не один раз, и я результатов эффективно такого не вижу. Ну, и я бы, знаете, состава даже бывших посмотрел. Людей нельзя делить сейчас на Акаевских, Бакеевских, Отумбаевских, Атамбаевских, Джембековских. Надо объединить. Вот задача власти объединить. Я бы даже конкурс объединил сейчас. Я назвал двух кандидатов. Но я не хотел бы сейчас называть других. А новые персоны, которые вот, это обойма, так сказать, старая, ее тасуют, перетасовывают, результат, в принципе, получается один. А вот из новых персон, которых вы видите, как ярких лидеров, кого бы вы все-таки рекомендовали? Пофамильно, если можно. Если нет, пусть вам поможет Алтынай из тех мигрантов, которые состоялись в России, сделали великолепный бизнес и помогают родине. Знаете, есть такие люди? Назвал бы Прожектикшенко посла Кубанской республики. Аликбека. Да, в Москве. Он был и министром иностранных дел, опытный политик, знает свое место, в администрации президента работал, в составе правительства работал. Один из подготовленных кадров, я считаю, тем более внешнюю политику хорошо знает, он не зря послом нашей страны, нашего стратегического партнера в России. И, конечно, можно было и среди мигрантов, я бы даже рассмотрел, знаете, вопрос, вот, почему снова женщин не поставить. Я бы выдвинул хотя бы на должность вице-премьера Айгуль Рыскулу. Почему бы нет? Но она тоже стоя будет. Она тоже, ну стоя обойму, но почему нельзя ее? Она достойная. Если скажете спортсмен, она спортсменка. Если она скажете, есть опыт, есть. Образование есть. В Москве сейчас представитель белорусского правительства работает. Разве плохо? Вот я вам читаю назвал. Спасибо. Пожалуйста. Скажите, пожалуйста, если вам предложат пойти в правительство, вы согласитесь? Премьер. Да, премьером, вице-премьером. Вот это надо защищать. Вы знаете, я в состав правительства готов пойти. Но примером, не то что примером, меня даже в КТР, ЛТР не запускают. Пирамиду не запускает, государственное радио, потому что я один из тех, которых прошлой власти, нынешней власти видят как Ну такие-то люди нужны как раз. Зачем вам это заходить? Правительство зайдите, работайте. Я сомневаюсь в том, что кому-то я нравлюсь. Из числа Не правительства. имеет значения. Да. Вы сами говорите. Нам надо объединить, наоборот, все усилия, чтобы страну как-то вперед вытащить. Еще вопрос у меня к Алтынаю. А вот Бондарчук говорил о том, что на 500 миллиарда вырос прежний долг, да? И ситуация действительно тяжелая, и теперь у нас есть как бы аргумент, который все недостатки работы покроет, это пандемия, это мировой кризис, и мы в том числе. При этом, начиная с объявления карантина и так далее, в Кыргызстан поступило большое количество денег для поддержки. Входит ли в планы народного контроля отследить движение этих денег и посмотреть на реальные результаты, на что они были, это же целевые вливания, причем они не облагаются ничем, и они как бы не требуют особой отчетности, это поддержка. Вот эту работу вы намерены сейчас провести и как журналист народный, и в рамках движения «Народный контроль». Это очень важный вопрос, и, кстати, он у всех на устах.
И всем хотелось бы знать, больница еще не построена, тендер еще не состоялся, масса денег поступила по всем каналам. Где они? Что с ними происходит? Что Баронов делает, борясь с пандемией, в частности, из этой истории? Намерены ли вы изучить вопрос? Sizin sorunuzda polise çok koyup Kırgızistan payizi Kırgızca söylüyor, Kırgız dilinde yazar. Sizin sorunuzda cevap elbette sözsüz. Birinci ошол элдик көзөмөлдөгөндөн кийин Кыргызстанда болуп жаткан окуялардын баардыгын элдик көзөмөл. Биздин ардыбызда калкалдаган эл турат, ошол эл өзү көзөмөлдөш керек. Бюджетти көзөмөлдөш керек. Пандемия боюнча келген жардамдарды миллион көзөмөлдөш керек болчу. Жанагы эң байлыктардын берилип кетип атканын көзөмөлдөш керек болчу. Анын вакцина маселесин кандай чечилип атканын көзөмөлдөш керек болчу. Себеби дегенде баягы журналисттер дагы мамлекеттик анан кийин деген жанагындай оппозициялык маанайдагы болуп бөлүнүшүп кеткен дагы анан өкмөттүн президенттин чечимдери элге жетпей калып аткан биз деген көп жыл өткөндөн билип калып атабыз. Тиги участок берилип кетипти, бул чек ара берилип кетипти, буга кол коюлуп кетипти деп биз түштөн кийин билип калып атабыз. Көп жылдардан кийин билип калып атабыз. Ошондуктан эл элдик кыймылы ошол нерселерди албетте көзөмөлдөшүбүз керек. Ошондуктан Пашасатын кече айткандай, ошол өкмөт түзүлөбү же болбосо өкмөттүн, президенттин ар бир иш-чарасына элдин атынан эл менен чогуу биз катышышыбыз керек. Катышып, кайсы акча каяка сарпталып атат, канчадан сарпталып атат. Болбосо мына Пашасатын кече өзү айтып кетти, жана Беданага 3 жылга кетип чыгышмады. Биздин өзүбүздүн жарандар айтып атат, бир таблетка беришкен жокпу. Бул деген өкмөттүн дагы элди тонуп аткандагы белгиси болушу керек деп биз божомолдоп күнөө санап атабыз да азырчы. Албетте далилдерибиз жок. Бирок деген ошол сиз айтып аткан пандемия боюнча келген миллиондордун ар бир тыйынын санашыбыз керек. Себеби дегенде аны деген азыр бийликкелер берген жок да. Алымдагы мамлекеттер бийликкелер берген жок. Бизге жардамдарды Кыргыз элине берип атат. Кыргыз элине бергенден кийин Кыргыз эли ар бир тыйындын каяка сакталганын биз билишибиз керек. Орусча кыскача айтып коеюн. В связи с пандемией весь мир помогал, и до сих пор помогает, да, до сих пор поступают денежные средства в Кыргызстан. И мы все видели, как Пашасатын кече сказал, мы все видели, как они заявляли, что на одного человека, который заболел коронавирусом, уходило по $3000. А были люди, которые говорили о том, что в соцсетях это были люди, которые говорили о том, что даже ни одной таблетки не дали, ни одной таблетки не принимали. Ни укола, ни таблетки. Поэтому мы называемся общественное движение «Народный контроль». Народный контроль обязан контролировать все средства, которые поступают в Кыргызстан. Потому что за нами народ, пока мы 2000, но мы надеемся, что после сегодняшней пресс-конференции нас станет намного больше. Мы должны контролировать даже горнолудные отрасли, какие земли куда даются, что там копают, что вывозят, в какой форме вывозят, может быть золото, может быть деньги, я не знаю. Но вот все, что происходит, мы должны все это контролировать, потому что мы называемся народный контроль. То есть вы этим занимаетесь, и вы можете представлять какие-то результаты, да? Правильно понимаю? Да, вот я хотел запомнить. Во-первых, вот далеко ходить не будем, вот Дарья сидит, мы были в акселерации вместе. Да. О каких $3000 можно вести разговор, когда даже одноразовых стаканчиков ложек вынуть не было вначале, да? Потому что мы не подняли, да? И причем, знаете, по 20 человек в одной комнате лежали, там нормальных условий, ни одной подушки даже не было. И ни одной аптечки не было у тех медиков, которые из дома забрали, просто привезли. Сотрудники милиции даже не в форме, они в спортивных штанах, понимаете? А поэтому народ должен знать, какие откуда пришли. Есть грантовые, куда они распределяются. А есть кредитные, которых нам все равно придется $500 миллиарда платить. Премьер-министр еще в апреле Трой Миша сказал, что 458 миллионов долларов
уже получает правительство, да? Куда они израсходуют? Ну, нам понятно, что в бюджет сейчас не поступает денег, предприятий поддержки должны, там малого и среднего бизнеса нету, люди в домах оказались сейчас, многие предприятия полнокровно еще не работают, стало быть, нам надо поднатужиться, всем нам понять надо, нашим гражданам, да, об этом, но в то же время среди нас есть и аильные, конечно, депутаты, и все, которые проживают люди, да, которые будут тоже на своем уровне требовать. Вот бюджет АИ, конечно, столько было, куда они деваются. Мы с правительством тоже хотим, чтобы правительство наше отчитывалось перед народом, куда, сколько миллиардов, сколько миллионов денег. Мы должны знать, потому что наши люди, наши дети будут платить эти кредиты, так вот не получают. А можно? Спасибо, пожалуйста. У меня последний вопрос. Александр Андреевич, скажите, пожалуйста, а кого вы достойны увидите среди депутатов, у которых бы вы хотели бы, ну, как мостовом, да, нашей отечественной политики, 30 да, по-моему, отсидели. Да. Да, отсидели в парламенте. Кого бы вы хотели бы увидеть в следующем седьмом, из нынешних депутатов? Да, я два созыва был депутатом. Во-первых, я хотел бы, чтобы выборы прошли мажоритарной системе. Хотя бы, если сейчас на это не пойдут, хотя бы 50 на 50 сделают. Потому что с некоторых тяжелых регионов ни одного депутата сейчас нет. А партийная система показывает, что лидеры партии карманы набивают, а люди остались без должного внимания. И потом, знаете, я хотел бы систему отзыва депутата. Если он недостоин, чтобы избиратели могли отозвать его. Ну как было, Так, как было в 2005 году. Вот я избрался в 2005 году с 74-го округа, мажоритарный, то есть я прямые выборы прошел. Мы отчитывались перед избирателями, мы получили задачу наказа от избирателей, как выполняется, докладывали и старались. И, конечно, депутаты, некоторые говорят, он вот, чиновник районный становится, за всю республику не отвечает, ничего подобного. Он депутат Кыргызской республики, если даже с одного района. И законы, постановления, которые он принимает, это касается всей страны. Тем более я был вице-спикером, я за всю страну, за весь парламент нес ответственность, и мы объединялись не регионально, а со всей республики. Кроме этого, да, вы говорите, 2 раза избраться, да, в общей сложности 4 года я поработал, 4,5 года, потому что одна революция, вторая произошла, там, распуск и так далее. С нынешнего состава я с удовольствием поработал бы с Улпеком Ормоновым, депутат, он уже опытный, вопросы миграции разбирается, проблемами вопросами занимается. И вот в период пандемии он много гуманитарной помощи оказал избирателям. Точно так же я бы, все говорят, спокойный депутат, вот с Азизом Турсунбаевым поработал бы с удовольствием, да? Почему бы нет? Вот, меня импонирует в последнее время Алтынбек Сулайманов, я тоже с ним поработал бы. Или посмотрите, с Мухтер Юсуповичем Абдулдаевым я поработал. С такими людьми я с удовольствием поработал. Они знают свое дело, опытные, и есть и молодежные должности, которых надо, но парламент должен быть, знаете, профессиональным. И когда говорят некоторые, что с бизнесменов должны только состояться, что они будут кормить людей, ничего подобного. Среди них должны быть и дорожники, и учителя, и врачи, и журналисты, и все остальное. Спасибо. Пожалуйста, очень коротко, да. Қуанышбек Сәтмәлиевичті емі үшін қолдаймын. Мен ошоны бир еске сала кетейин. Буга чейинки парламенттеги депутаттардын арасында Қуанышбек Сәтмәлиевич Исабеков, жалгыз депутат, Кумтөр менен соттошкон депутат. Кумтөр деген долбоор бул деген Кыргызстандын жүрөгүндөгү олуттук канат келаткан долбоор деп эсептейт. Ошондуктан Қуанышбек Сәтмәлиевич ошол Кумтөр менен соттошуп, 2 жолу утуп алып, анан ошол Кумтөр Кыргызстанга ошол чечим менен, соттун чечими менен Кумтөр Кыргызстанга миллиондогон сомдорду бюджетке которуп берген эсептейт да. Мен ошондуктан Қуанышбек Сәтмәлиевичти колдодум. Анткени бул киши кайдыгер эмес, ошол Кумтөргө өзү жалгыз аттанып, мыйзамдын чегинде, өзү дагы юрист, мыйзамдын чегинде алар менен соттошуп жеңип алган. Андыктан мен бул кишини колдодум. Қуанышбек Сәтмәлиевич айткандай, жогорку кеңеш профессионалдуу депутаттардан туруш керек. Жогорку кеңеш Кыргызстанда алып уят кылбаш керек, шерменде кылбаш керек. Андыктан биздин элди көзүмөн
коомдук элдик тургунга берип кошулуңдарды чакырып кетет. Спасибо. Я не могу себе, нет, я не заканчиваю. Не могу себе отказать в удовольствии задать вам, прежде чем закончить, один маленький вопрос. Вы обмолвились, что вы возглавляете КСР. Вы сказали, что вы доктор. Мне хочется знать, хороший ли у вас дом, есть ли там такой порядок, сумели ли вы вот на этой микроскопической точке воплотить свою мечту о справедливости, чистоте, красоте и разумном расходовании ТСЖшных денег? Смогли? Очень хороший вопрос. Знаете, без недостатков не бывает людей, когда много хвалит, не плохим людей, недостатки у всех есть, у меня у вас и так далее. Да, я из-за того, что безразлично не могу относиться, я живу в этом доме, где я живу на улице Куми. Я купил эту квартиру и живу в 12 микрорайонах моей квартиры сейчас. Там, по новому адресу живу порядка 8 лет. И из них я 4 года являюсь председателем ТСЖ. Ну, 4 года тоже до этого активно помогал, и народ выдвинул избранный. Кое-что удалось сделать, начиная с 7 подъездов, к примеру, сейчас 6 подъездов перекрывается крыша. То есть 4 перекрыли, сейчас еще 2 подъезда. Из них часть населения только процентов 20-25 забрал, остальные за счет спонсоров, за счет своих не помогают. Кроме этого, произошли ремонты 3 подъездов, к примеру, да, предстоят еще остальные. Мы заменили трубы отопления, систему отопления все, и холодного водоснабжения, и горячего водоснабжения, канализации и так далее. Субботники мы проводим, объединяемся. Сейчас хотим заасфальтировать территорию, детских городов построить там. То есть объединение тоже есть, без недостатков тоже не бывает. Я свою миссию хочу закончить, вот после того, как вот эти 2 вопроса решу. Спасибо большое. Я думаю, что в масштабах государства вы тоже могли бы все поменять, все улучшить, построить детские площадки, и мы бы наслаждались хорошей жизнью. Итак, я заканчиваю пресс-конференцию. Вы поняли суть поправок и идею нового общественного движения «Народный контроль». Всем спасибо.